Сейчас не спрашивают о желании быть осторожными и даже не призывают. Соблюдать масочный режим и другие санитарные нормы в условиях пандемии обязывает поручение главы республики. Наша съемочная группа проходится по торговым точкам Назрани. Здесь в большинстве своем продуктовые магазины. Первый объект на рынке и сразу же нарушение. Здесь не соблюдается ни одно из требований, не предусмотрели даже антисептики. Никаких информационных наклеек и разметок, хотя наклейка есть, вот только прикрыта товаром. А продавцы не только не заботятся о безопасности потребителей, но и о своей собственной. Ведь их призывают пользоваться средствами защиты ради своего здоровья. Подобная картина нас ждала и напротив этой точки в оптовом магазине. Разметка же яц. Разметка же яц. Дистанцию держать. Дистанцию держать делать. Где? Ну, лягт лес, да, полностью. Да, просто посетитель жби. Оценив здесь ситуацию, мы отправились в переулок Коммунальный. Этот работодатель не видит в требованиях надзорных органов никакого смысла и пользы. Просто ради интереса. 1,5 метра дистанцию налезть. Полис. Да, 1,5 метра дистанцию стики очнуть. Элементарно, вопрос маски сделать. Он Роспотребнадзор его делает. Абак, идем, да? Но они вас закроют. Все. У них указания, типа, те, кто не соблюдает, их закрывать. Ты завтра, можно сказать, лишишься бизнеса на время ограничительных мер. Чуть дальше, по улице Картоева, ситуация та же. В этом оптово-продуктовом магазине не предприняты никакие меры противодействия распространению вируса, но владелец нас заверяет, что сегодня же исправит ситуацию. Там не только маски, там еще... Да, еще предупреждающие знаки того, что люди, чтобы покупатели ваши либо надевали маски. У входа нет информационных наклеек с просьбой не входить без масок. Это нарушение здесь встречается чуть ли не на каждом шагу. Следующий пункт – рынок Мархаба. Мы уже и не надеялись увидеть магазин, где соблюдают карантинные меры. Здесь не придерешься. В принципе, маски жалею лег, но я иногда снимаю, потому что я не могу, у меня астма. И у нас тут стоит разбавленные маски, кому надо. Предприниматель к санитарным требованиям относится серьезно. Средствами защиты вооружились не только для персонала, но и для посетителей. Вот только не желают ими пользоваться. Не боитесь заболеть? Я, если честно, могу выдыхать с глаз. А вакцинируете, да, А вот в этом магазине о мерах предосторожности будто не слышали. Нет ни масок, ни антисептиков, о разметках даже речи не идет. Коронавирус. Кашу маслом не испортишь, Али. Меры безопасности есть, Хаусбол говори. Маски, наоборот, хайн травить дежу, хуан. Да, лурж ты его элч. Лурж ты его элч. Бокина. Лурж я, допустим, хорошо. По медицине, валлах, живешь. Частично. Допустим, эта дырочка маски и этот вирус. Все поставить, да? В одну эту дырочку маски толпами этот вирус хочу. А так ты сам себя травишь. Напротив этого же магазина еще одна продуктовая точка и совсем другая картина. Здесь даже предусмотрели кварцевую лампу. Вооружились, как говорится, до зубов. Только посетители относятся к мерам безопасности несерьезно. Маски здесь есть, маски. Кажется, смогешь вам. Мы тест, ой, там все. Ты можешь поле, да? Волги, маслаку. Андерс хамда, пока. Игнорирующих призывы оказалось немало. Тем временем больных становится все больше, как на стационарном, так и амбулаторном лечении. Растет и число смертности от коронавируса в регионе. Маски, разметки, антисептики – эффективные и в то же время простые меры борьбы против ковида, но почему-то невыполнимые для многих. Фариде Цичуева, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24.